Huawei Mate X. Гнущиеся телефоны – тренд, который постепенно захватывает все большее количество компаний. Сегодня же подобной разработкой могут похвастаться такие компании, как Samsung, LG, Royole и, конечно, Huawei. На создание телефона, который вы видите на экране, у специалистов ушло 3 года. Представлен он был буквально месяц назад на февральской выставке Mobile World Congress в Барселоне. В разложенном состоянии экран смартфона представляет собой квадрат практически правильной формы. Его размер 8 дюймов. Толщина экрана при этом составляет всего 5,4 мм. Технология Supercharge позволяет заряжать гаджет с 0 до 85% за полчаса. Процессор Huawei Belong 5000, помещенный внутрь, по словам разработчика, первый в мире многорежимный 7-нанометровый процессор. Продажи начнутся в середине 2019 года. Ожидаемая цена – $2600. Energizer Power Max P18 K-Pop. А вот другой телефон, который тоже был показан в этом году на выставке в Барселоне. В то время как все компании участвуют в гонке на создание самого тонкого смартфона, Energizer Power Max P18 K-Pop уникален. Его толщина составляет 18 мм. Для сравнения, толщина последнего iPhone 10 – 7,7 мм. Такие размеры гаджет имеет не случайно. Дело в том, что встроенная батарея имеет рекордную емкость – 18 тысяч мАч. Это значит, что максимальное время автономной работы в режиме ожидания составляет 50 суток. Другая особенность этого телефона – выдвижная двойная селфи-камера. В остальном телефон недалеко ушел от других современных смартфонов. Ориентировочно его продажи начнутся в июне. Ожидаемая стоимость – $680. Oppo F11 Pro. Чуть больше месяца назад китайская компания Oppo показала тизер-видео своего нового смартфона F11 Pro. Ну а несколько дней назад, наконец, был сделан анонс технических характеристик. Первое, что бросается в глаза при взгляде на новинку, это выдвижная фронтальная камера. Производитель заявляет, что она обладает выдающимся ресурсом. Если пользоваться ею по 100 раз каждый день, выйдет из строя она только через 6 лет. Диагональ экрана составляет 6,53 дюйма. Примечательно, что он занимает 90,9% лицевой панели. Сдвоенная камера имеет датчики разрешением 48,5 мегапикселей. Особое внимание представители телефона обращают на режим Super Night. Он позволит получать снимки высокого качества даже тогда, когда вокруг темно. Фронтальная камера может похвастаться разрешением в 16 мегапикселей. К другим примечательным особенностям можно отнести 6 гигабайт оперативной памяти, поддержку технологии быстрой зарядки VOOC Flash Charge, емкость памяти 64 гигабайта с возможностью расширения до 256. Купить его можно уже сейчас за $350. Galaxy Fold. Спустя ровно 10 лет с момента появления первого смартфона семейства Samsung Galaxy, компания показала свое первое складное устройство. На сгибающемся безрамочном экране Infinity Flex с диагональю 7,3 дюйма одновременно умещается до 3 активных приложений. Внутренний экран – результат многолетних разработок и инноваций. Он не просто гибкий, а по-настоящему складывается. Соединительный модуль позволяет сложить Galaxy Fold в компактное устройство подобно книге. Обратите внимание, что экран находится с двух сторон устройства, поэтому работать он может в 2 режимах. Когда с него ведется простейшая работа, владелец может использовать узкую фронтальную панель. Когда же необходима работа с несколькими приложениями, хочется поиграть или посмотреть фильм, гаджет раскрывается, и владелец пользуется уже внутренним экраном. Другая примечательная особенность – оперативная память 12 гигабайт. Она наделяет устройство производительностью уровня персонального компьютера. Камер целых 6, чтобы пользователь никогда не упустил момент и фотографии были на высшем уровне. Заказать новинку можно будет во второй половине этого года по цене около $2000. LG G8 Sync.
Телефон, который вы видите на экране, очередная попытка южнокорейской корпорации LG догнать компанию Samsung и снова стать достойным конкурентом на рынке мобильных телефонов. Удачная ли эта попытка, говорить пока рано. Анонс состоялся всего лишь 24 февраля. К наиболее примечательным особенностям можно отнести датчик Time of Flight, который получил название Z-Camera. Во-первых, с помощью него устройство считывает сосудистый рисунок ладони владельца и идентифицирует по нему. Во-вторых, Z-Camera позволяет управлять телефоном жестами. Например, приближать информацию на экране, переключаться с приложения на приложение и изменять громкость звука. Ну и, конечно, инновационная система позволит разблокировать смартфон, не прикасаясь к нему. Z-Camera может распознавать и лица. Интересно, что устройство, воспроизводя звук, использует вместо динамика панели OLED. Подобную технологию можно найти внутри телевизоров LG. Обращается внимание на камеру. Она позволяет не только делать фото с размытым фоном, но и записывать видео с подобным эффектом. Информации о цене пока нет. В продажу LG G8 Sync поступит в следующем квартале. FX Tech Pro One. Поклонники BlackBerry и просто любители телефонов с QWERTY-клавиатурой в 2019 году оказались не обделены. Специалисты из компании FX Tech решили воплотить удобство пользования стандартной клавиатурой в современном смартфоне на базе Android. Обратите внимание, что когда устройство разложено, экран находится под небольшим углом к корпусу. По словам представителей, такая конструкция обеспечивает повышенное удобство набора. Клавиатура состоит из 64 кнопок, среди которых присутствуют даже Escape, Tab, Caps Lock, Delete и Backspace. Чтобы печатать можно было даже в темное время суток, присутствует подсветка клавиатуры. Технические характеристики FX Tech Pro One превосходят любой другой телефон, оборудованный QWERTY-клавиатурой. Экран 5,99 дюймов имеет загнутые края. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенная 128 ГБ. Расширяется до 2 ТБ. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей, фронтальная — 8 мегапикселей. На торце находится сканер отпечатков пальцев. Приобрести FX Tech Pro One можно будет за $650. ROG Phone. Этот смартфон – первый в линейке Asus, ориентированный на мобильных геймеров. Производитель снабдил его инновационной системой охлаждения GameCool с испарительной камерой. Экран имеет отклик всего в 1 миллисекунду, частота его обновления – 90 Гц. Высокую производительность обеспечивает процессор с частотой 2,96 ГГц. К другим отличительным особенностям можно отнести HDR-дисплей, высокочувствительные триггеры Air Trigger и тактильную обратную связь. Все разъемы находятся на боковой панели, чтобы не мешать играть. Также стоит упомянуть съемный кулер Aero Active. По словам представителей, он поможет поддерживать высокую частоту кадров в пылу виртуального сражения. Цена от $900. Motorola Razr V4. В начале этого года компания Motorola объявила о том, что собирается воскресить свою легендарную линейку Razr. Напомним, что модель Razr V3 была флагманом компании аж в 2004 году. Новинка собирается удивить не только причастностью к той самой линейке, но и технологичной составляющей. Информации, однако, пока немного. Официальной презентации не было, анонс ожидается во второй половине 2019 года. Тем не менее, уже сейчас можно смело сказать, что смартфон получит гибкий дисплей. Его цена будет равняться приблизительно $1500. Кадры, которые вы видите на экране, концепт будущего смартфона, созданы специалистами из R&KS. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги!
Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.